Хайрлы күн, сіз яңа слушать Шарон Харисас. Добрый день. Главная новость конца прошлой недели – встреча с делегацией Республики Татарстан по поводу проведения летом 2013 года федерального сабантуя в нашем городе. Уже известны предварительное место и время проведения праздника. Подробнее об этом расскажем далее. Делегация Татарстана во главе с министром культуры Айратом Сибагатуллиным находилась с двухдневным рабочим визитом в Тюмени. Федеральный сабантуй 2013 должен впервые пройти в областном центре. Работа по подготовке программы праздника уже активно ведется. В Тюмени мы ожидаем, что это будет лучший сабантуй, так как потенциал Тюмени тут и число татарского населения здесь очень большое. И я думаю, что это будет интересно всем жителям Тюменской области. Федеральный сабантуй, мы не предполагаем, что это вот сабантуй, который только для татар. Это для всех народов, которые проживают в Тюменской области. Напомним, что в июне 2012 года федеральный сабантуй прошел во Владивостоке, где эстафета была передана Тюменской области. По предварительным данным, городской дворец спорта примет около 60 делегаций в конце июля. Есть все основания говорить, что действительно в Тюмени должен пройти сабантуй лучше. Это наша и обязанность, и здесь мы договорились, будем работать сообща. Руководители общественных организаций, отделов национальной культуры, предприниматели, журналисты обсуждали возможные варианты сотрудничества. Самыми значимыми на данном этапе были вопросы проведения скачек, то есть будут ли они вообще проводиться, а также просьба со стороны Казанского оргкомитета подобрать девушек для участия в самом масштабном номере «Прологи Сабантуя», где предположительно будут выступать сразу 700 человек. Мы просим Тюмень, то есть вот в данном случае в вашем лице, помочь нам и для участия в прологе подготовить 400 желательно девушек от 15 до 17 лет. Біздің келу біздің мақсаты танышып кетерге біздің өткересі орындар біле, селер шабаларға сіздің біле, сіздің қарашыншық, сіздің мүмкіндіктеріншік. Анан соң уйлашу қашан төмендер бізге келешек. Иштуру комитетынан һәм рабочий группадан дегенде. И аннан соң без тагын бер май айларында, май ахырларында тоже килеп китәргә бар. В свою очередь, и тюменская сторона ведет каждодневную работу. Лучшие площадки города будут предоставлены для проведения сабантуя. Порадовало и то, что наши тюменские артисты смогут представить нашу область на большой сцене. Для их выступления был выделен 1 час. Будут большие коллективы нашей республики, именитые, звезды, мирового значения звезды должны быть. Поэтому пока все в работе идет, будет очень интересно и красочно, потому что татары всегда любят красоту, молодость и, конечно, талант. Талант на сцене это точно будет, и надеемся, что будут и оркестры. Поэтому это большой праздник и национальный праздник. И в связи с этим, самое главное, будет президент. И президент будет принимать участие в этом празднике. Организационный комитет возглавил вице-губернатор Тюменской области Сарычев Сергей Михайлович. Министр культуры Татарстана, он является заместителем председателя оргкомитета. В состав оргкомитета вошло около 30 человек. Подготовлен план подготовки и проведения сабантуя, который включает разные вопросы. Это и культурная программа, это и организационная программа, это и встреча гостей, размещение, потому что мы ожидаем приезд 60 делегаций. Как наша обычная делегация составляла 50 человек, это уже 3000. Конечно, сабантуи могут проходить в самых разных уголках нашей страны. И будут каждый интересен по-своему, но все они преследуют одну цель – показать то, как на самом деле он должен проходить, то есть сохраняя все те традиции, к которым мы так бережно относимся. Как празднуют День института гуманитария Тюменского государственного университета, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Дамы и господа, подходите, не стесняйтесь. Знаете историю нашего университета? Вам сюда! Интеллектуальный магазин ИГР. День института гуманитарных наук Тюменского госуниверситета прошел во Дворце пионеров. Хотя никакой круглой даты и не было, а месяц образования институтов – это март 2011-го, руководство решило поддержать существовавшую традицию, то есть отмечать дни филологического, исторического, а также факультета романо-германской филологии именно в это время.
На самом деле Дни института, вот, когда это все будет происходить на сцене, в этом участвуют не только студенты, но и преподаватели. Тут там это такой микс на самом деле, когда одни развлекают других, а другие, то есть студенты развлекают преподавателей, а преподаватели студентов. Тут нет, тут все равны, вот это самое важное. Такой карнавал. Он завел куда-то Хазаров. Ура! Вспомнил. Главной целью праздника руководство института считает возможность и преподавателям, и студентам побольше узнать друг о друге. Когда и те, и другие становятся как бы большой семьей и могут поделиться всем тем, что их волнует, но, так сказать, с юмором. Самое яркое тому подтверждение – это участие в театрализованных постановках, где уже и возможности нет отличить студентов от их педагогов. Институт можно назвать самым гуманитарным во всем университете, ведь здесь представлены все основные науки о человеке. Отличительной особенностью его можно назвать и то, что здесь, как нигде больше, работают сразу 2 докторских совета. 19 кафедр, ведется обучение по 20 направлениям бакалавриата. Сегодня в институте работает более 320 преподавателей, а выпускники реализуют себя в самых разных направлениях. Это и руководители, и лидеры, и просто успешные люди. Я горжусь тем, что когда-то окончил исторический факультет Тюменского государственного университета. Когда я поступал, был очень высокий проходной балл. Дело в том, что тогда факультет готовил не только историков и учителей истории, но люди рассчитывали на то, что они будут общественными деятелями, будут работать в силовых структурах, в определенных силовых структурах. И действительно так и было. Накануне студенческая молодежь отметила свой праздник. Сегодня у нас в гостях студенты университета нефти и газа, финалист конкурса «Татар-ЕГТ-2012» Дамир Абдразаков и Алия Каримова, студентка 2-го курса. Привет, ребят! Как настроение? Привет, Лисан, все отлично. Здравствуйте, Лисан, все замечательно. Как я понимаю, сейчас у вас каникулы, да? У меня сейчас каникулы. В начале января была сессия, я уже все закрыла, и сейчас у меня официальный отдых. Чем занимаешься в свободное время? Отсыпаешься, наверное, в первую очередь? Да, в первую очередь я отсыпаюсь, но уже скоро начинается 2-й семестр, уже опять учеба, очень много предметов. Сейчас набираюсь сил. А какая у тебя специальность? Кем ты будешь? Я учусь на геолога, буду инженером-геологом. Дамир, ну я так полагаю, что ты вышел на финишную прямую, да, 5-й курс. Ты сейчас чем занимаешься? Да, ну я сейчас тоже отдыхаю. У меня впереди гос, и, к сожалению, отсыпаться у меня времени нету. Я каждый день готовлюсь, учу свои предметы, лекции, которые за все эти 5 лет писал. В общем, готовлюсь. И потом собираюсь поехать на практику к себе на родину, на север. И в будущем планирую там писать диплом и успешно его защитить. Так, ребят, все же тема нашего разговора – это День студента. Вот хочу каждого из вас попросить рассказать о своем Дне студента, как вы отмечали в разные годы этот праздник. Давай, Лия, с тебя начнем, наверное. Я пока налью чаю нам. В этом году я буду День студента отмечать первый раз. Мы с друзьями решили выбраться на свежий воздух, пойдем играть в пейнтбол. Вообще, обычно я выступаю как организатор каких-то праздников. Мы очень часто устраиваем мероприятия именно для молодежи студенческого возраста. А есть такое, что вы проводите различные конкурсы на знание языка, там, на знание истории? Бывает такое? Да, конечно, мы проводим конкурсы, именно связанные с нашей татарской культурой. Дамир? Мы с нашей группой стараемся каждый год проводить День студента, как-нибудь его отмечать весело. Дело в том, что в нашей группе очень много спортсменов, и они все занимаются различными видами спорта. Большинство у нас баскетболистов, но я, в свою очередь, занимаюсь плаванием. И мы стараемся искать что-то общее в нашей группе, чтобы могли заниматься одним видом спорта. И сейчас этим спортом являются как раз лыжи и коньки. На днях мы съездили на туристическую базу, и там мы катались на горных лыжах и на коньках. А потом заходили вот на эту туристическую базу и пили чай, и устраивали тоже различные конкурсы. Играли в мафию. А как ты попал на конкурс «Татар-ЕГТ»? Вот это мне интересно. Тебя кто-то выдвинул или ты сам проявил инициативу? Правду сказать или как? Можешь правду сказать. По правде говоря, я пришел туда записывать своих друзей.
Они у меня креативные, веселые ребята, с ними всегда весело. И просто там Зилия Венерисовна подошла ко мне и сказала: ты попробуй себя в этом конкурсе. Мгм. Я говорю: не, вряд ли я не смогу, там, засомневался почему-то в себе. И через неделю я решил прийти на кастинг и просто рассказал визитку и спел песню. И что для меня было удивлением, то, что меня взяли. И так как меня А уже друзей-то взяли хоть? Нет, друзей не взяли, к сожалению. Вот так Потому вот. что они вот сами отказались. К моему удивлению, я занял 2-е место. Но я очень обрадовался. И родители у меня очень обрадовались. Даже и приехали издалека меня поддержать. И я думаю, я победил из-за того, что у меня была такая хорошая поддержка. Мы всегда в конце программы задаем вопрос. Планы на ближайшее будущее. Но скорее здесь я скорректирую свой вопрос и задам его по-другому. Ваша мечта вот на ближайшее будущее Алие, наверное, да? И перспектива Алие, и ближайшее будущее тебе, Дамир. Я пока отучилась только половину. Мне еще осталось учиться 2 года. Затем я надеюсь поступить в магистратуру. До этого нужно защитить диплом. Ну, это моя основная какая-то мечта на будущее. Это цель. Мгм. А каким специалистом конкретно ты будешь? Как будет называться твоя профессия? Я буду инженером-гидрокриологом. Дамир? Ну, на сегодняшний день моя самая главная мечта — это Toyota Supra. Ну, это, конечно, ирония. Ну, Но дай бог тебе Toyota Supra. самая главная мечта у меня — это, конечно же, Lexus. А если Понятно. серьезно, самая моя главная цель на сегодняшний день — это успешно сдать экзамены, написать хороший диплом, чтобы он мне потом пригодился в дальнейшем на конференции. Мгм. И найти хорошую работу, также продвигаться по карьерной лестнице и стать хорошим специалистом в нефтегазовой отрасли. Да, молодец. Очень Удачи. скромный у нас Дамир, да, сегодня? Ну, спасибо, молодежь, что пришли. Еще раз поздравляю вас с Днем студента. Желаю, чтобы было все больше и больше поводов для того, чтобы собраться вместе, да, отметить какие-то интересные даты. На сегодня это все. Надолго не прощаемся. Увидимся на следующей неделе. Берегите себя.